О конституционной реформе в Абхазии говорят давно, отмечая ее необходимость. Однако за все это время существенных изменений в Конституции, которые могли бы улучшить жизнедеятельность государства, так и не произошло, отметили в Общественной палате в начале заседания. Если не будут реформы, не будет движения вперед. Но консервативные люди, вот такие как я там, или кто-то еще, может быть, как-то опасаются таких вот кардинальных изменений. Но если посмотреть на нашу политическую жизнь и кризисы, которые уже 32 года мы ощущаем, конечно же, сам вопрос напрашивается, что в этой сфере надо очень серьезно и глобально поработать. Вопрос изменений Конституции Абхазии обсуждается в разных институтах власти. В парламенте создана комиссия, которая работает над проектом. Говорят о нем в Центре стратегических исследований при президенте. Кроме того, концепция конституционно-правовой реформы политической системы власти Абхазии была подготовлена комиссией Общественной палаты по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию общественного диалога. Рабочую группу возглавляет Ираста Гумава. Одним из самых важных аспектов проекта является реформирование избирательной системы, например, переход к смешанной системе выборов. Вы потом своих кандидатов, за которые получат наибольшие голоса, выдвигать в высший законодательный орган. На наш взгляд, это очень важная реформа, которая назрела уже давно. Они уже говорят десятилетия в нашей стране. Значит, мы считаем, что нам необходимо увеличить число депутатов, но это вопрос опять-таки обсуждаемый. Мы просто предлагаем с 35 до 45 депутатов. Мы предлагаем, значит, чтобы избирательным правом, обладающим для того, чтобы попасть в парламент, с 30 лет человек имел возможность, а не с 25. Включает в себя идеи реформирования и института президента, парламента, правительства с конкретными предложениями по пересмотру их полномочий. И самое главное, чего у нас не хватало и продолжает не хватать, на наш взгляд, это взаимной ответственности друг перед другом. Если присутствующие помнят, я хочу обратить внимание на то, что, например, такой важнейший орган, как парламент Республики Абхазия на сегодняшний день, который является одним из субъектов вот этих всех конституционных правоотношений, он не обладает никакой ответственностью, прописанной. Мы можем говорить о какой-то моральной ответственности депутатов, там, я не знаю, исторической ответственностью, но конституционной ответственностью парламент не обладает. Из 45 депутатов 30 предлагается выбирать по партийным спискам, а 15 по мажоритарной системе. Если мы с вами хотим говорить о присутствии партийных структур в парламенте, ну, понятно, что в парламент должны попасть, ну, как минимум 2 партии, как минимум, да? Ну, как минимум 2 партии, это значит, что эти партийные структуры, которые туда смогут провести своих кандидатов, они должны будут зарегистрироваться в качестве фракции, политической фракции, так как это принято во всех парламентах мира. Вот. По сегодняшней цифре, да, политическая фракция, которая представляется в количестве там 5-8 человек, ну, честно говоря, выглядит малоубедительно. Да? Потому что политическая фракция, если смотреть на деятельность других парламентов, это решающая сила в парламенте. Спикером парламента избирается депутат от партии, набравший наибольшее количество мест. Парламент избирает из своего состава не более 2 заместителей спикера. Первый вице-спикер избирается по представлению партий, не вошедших в парламентское большинство. Также предлагается, чтобы генерального прокурора республики утверждали и выбирали депутаты. Мы считаем, что именно этот ключевой орган, Генеральная прокуратура, это главный контрольно-надзорный орган в нашей стране, представлял парламент и утверждал парламент. Сейчас по такому же принципу, как вы знаете, стал утверждаться председатель контрольной палаты.
Хотя до этого председатель контрольной палаты, опять-таки, предлагался президентом и утверждался парламентом. Но сейчас процедура изменена была. Сегодня сами депутаты предлагают и там же на месте избирают, потому что это главный финансово-контрольный орган страны. В общем, на примере и опыте других государств в концепции конституционно-правовой реформы предлагается иной порядок формирования правительства, в котором значительную роль будет играть Народное собрание. То есть там три, так сказать, раза происходит, 3 раза может происходить процедура назначения правительства, формирования правительства. В первом случае президент, право за выдвижением кандидатуры принадлежит президенту страны, который вносит кандидатуру в парламент, но парламент решает, значит, вопрос о выражении вотума доверия правительству, потому что там есть определенные сроки. После определения кандидатуры со стороны президента у премьер-министра, у кандидатов на должность премьер-министра есть время для поиска кандидатур на министерские посты, и потом 20 дней на то, чтобы выйти на заседание парламента и предложить общую стратегию своего кабинета. Общую. Согласно предлагаемой концепции, Кабинет министров станет высшим органом исполнительной власти, отвечающим за внутреннюю и внешнюю политику страны. По нашему проекту премьер-министр становится главой исполнительной власти. И, соответственно, он регулирует эти вопросы, взаимоотношения внутри республики и за ее пределами. Более того, президент, подписывая международные соглашения, обязательно должен это делать с согласия Кабинета министров. Такой момент мы тоже прописали, мы считаем это очень важным моментом, как раз вопрос взаимной ответственности и взаимного, так скажем, баланса. По итогам презентации и детального обсуждения проект был единогласно утвержден членами Общественной палаты. Общественной палатой будет подготовлено соответствующее заключение, которое направят президенту Республики Абхазия и спикеру Народного собрания. Гугу Цавардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.